происшествия строительная компания «Русский проект». 24-летняя жительница Саранска Мария Грачева, молодая мама двоих детей, в скором времени предстанет перед судом. Напомним, что женщина обвиняется в организации убийства мужа по найму. Но преступление не было доведено до конца, поскольку в ситуацию вовремя вмешались правоохранительные органы. Устав от постоянных дебошей и пьяных супруга, подозреваемая решила просто устранить мужа. Киллера девушка искала недолго. Совершить убийство супруга она предложила своему знакомому, обвиняемому по уголовному делу, в результате мошеннических действий которого ей был причинен ущерб в сумме 260 тысяч рублей. То есть за совершение убийства она предложила отозвать свои исковые требования по уголовному делу и дополнительно еще доплатить 250 тысяч рублей. Роль киллера должен был исполнить бывший любовник девушки, с которым она около месяца состояла в близких отношениях. Вот только избранник подозреваемый оказался типичным альфонсом. С 35-летним жителем села Белозерье молодая женщина познакомилась в одном из развлекательных заведений города. Дальше их отношения развивались по уже отлаженной схеме. Альфонс ловко втерся в доверие, вещал доверчивой даме о своей якобы любви и в итоге за свои амурные дела получил от нее более 260 тысяч рублей. О готовящемся преступлении мужчина сообщил в правоохранительные органы и в дальнейшем был уже задействован в проведении оперативно-розыскных мероприятий по изобличению виновной, которые проводили оперативные сотрудники Республиканского МВД. Все встречи, а их было 4, проходили под контролем оперативников. Для исполнения заказа молодая мать передала киллеру фотографию мужа и его персональные данные. Каким образом должно было быть исполнено убийство, девушка придумала сама. Этот оригинальный способ должен был принести ей еще и денег. С краном что-нибудь случится, перевернется. Завод мне обязан выплатить за то, что он на работе по их вине. Если он останется в живых, значит, он эти деньги заберет. А так как я жена, я буду иметь полностью при этих денег. По сумме они должны выплатить по 100%. Если там все нормально получится и немножко отстегиваешь. Сколько? Сколько мы? Ну, если все красиво. Если все красиво, если все будет нормально, там уже и будет видно, сколько мне отплатят. Криминальный заказ Марии Грачевой киллер условно исполнил спустя неделю после первой встречи. Приятную новость о том, что муж больше не побеспокоит обвиняемую, житель Белозерья сообщил ей лично. Что, фотку надо было сделать? Как ребенок. Перестань. Вот, что лысый? А что, ты вообще должна быть сейчас шампанское немного поставить, дорогая моя. Увидишь ты ближе к лету. Копать, что ли? Ну, какая разница, покопает, не покопает. Может, через месяц найдут. Тем более сейчас такие погоды. Может, только к лету найдут. Но его пока точно больше нет. Что с телефоном сделать сейчас? Не знаю, что хочешь, выкинь, хочешь, что хочешь. Это уже я отдал, я просто... Ребята так и себе не оставим. Сразу после этих слов последовало задержание. Показанные видеозаписи не оставили девушке шанса, как сознаться в готовящемся преступлении. Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, Грачева обвиняется в приготовлении и организации убийства группы лиц по предварительному сговору, по найму из корыстных побуждений. Преступление не было доведено по независящим от нее обстоятельствам. Елена Антошкина, Сергей Бебинов. Происшествие, 10 канал.